Ассаламу алейкум. Мы начинаем чтение книги Хасиева из серии «Хозяйство чеченцев и ингушей. Культура полеводства чеченцев и ингушей». Часть издана архивным управлением правительства Чеченской Республики в 2004 году под общей редакцией М.Н. Музаева и М.С.М. Хасиева. Введение. Исследование проблемы развития земледелия у чеченцев и ингушей XIX века представляется важным звеном в изучении истории земледелия народов Северного Кавказа, а также является необходимым фундаментом при разработке вопросов социально-экономического развития населения этого края. Земледелие занимало ведущее место в хозяйстве жителей предгорного века, защищенной в Институте этнографии Академии наук СССР в Москве в 1973 году. Поэтому в ней говорится о территории и населении тогдашней ЧССР. В горах земледелие уступало первенство скотоводству из-за природно-климатических условий и дешевизны хлеба на равнине. В отличие от других горцев Северного Кавказа, земледелие здесь, особенно у плоскостных чеченцев, достигло в рассматриваемое время сравнительно большого развития. Одной из важных черт этого развития было повсеместное распространение ирригации. Большой интерес представляют сельскохозяйственные орудия, своеобразие систем земледелия, выращиваемые культуры и различные верования, связанные с полеводством. Подтверждением значительного развития земледелия в горах, особенно у плоскостных чеченцев, служат многочисленные свидетельства дореволюционных авторов, которые не Северо-Восточного Кавказа. Нам известны и другие факты, доказывающие, что хлеб у чеченцев издавна является главным продуктом обмена. Ихилов М.М. Хозяйство оварцев 19-го, начала 20-го 1967 год. Об этом пишет также Вродский Н. Чечня как хлебный оазис. ССТО. Владикавказ, 1878 год. Самойлов К. Заметки о Чечне. Издательство Пантеон, 1855 год. Номер 9-10. Татоев. Состояние торговли и обмена в Чечне. Вторая половина 18-го, 40-е годы 19 века. Из Хасаюрта ТВ, 1889 год, номер 96. Этот перечень можно было бы продолжить. Между тем, некоторыми дореволюционными исследователями в войнах изображались храбрыми, мужественными воинами, но людьми ленивыми и бездеятельными в хозяйственном отношении. Об этом пишут Саидов «Общественный быт в войнах от 19 начала 20 веков». Историко-этнографическое исследование Тбилиси, 1972 год, страница 3 автоматических наук. По этому пути пошли и некоторые исследователи первых лет после Октябрьской революции, утверждавшие, что земледелие не имело в войнах какого-либо хозяйственного значения и сколько-нибудь длительной истории. Тема диссертации земледелия чеченцев и ингушей в 19 первой четверти 20 века в проблеме истории земледелия народов Северного Кавказа выдвинута сектором народа Кавказа Института этнографии Академии наук СССР. Учитывая противоречивость и фрагментарность литературных данных и почти полное отсутствие документальных известий о земледелии в войнах в прошлом, в основу настоящего исследования легли в основном полевые материалы, собранные автором за 4 сезона, начиная с 1968 года командировкой для сбора материала в различные районы Чечни и Ингушетии в полевые сезоны в 1968-1969 годах, организованной Чини и Яал в 1970 и
в 1971 годах Институтом этнографии Академии наук СССР и ЧНИЯЛ. Начиная с 1970 года целенаправленный сбор полевого этнографического материала проводится по вопроснику, составленному под научным руководством Б.А. Калоева. Задачи настоящей работы определялись ее непосредственной связью с историко-этнографическим атласом Кавказа. В этом плане нас не могла не волновать задача, стоящая перед составителями атласа, выявить и показать наиболее характерные черты земледельческой культуры, как общие, так и специфические, присущие отдельным народам и их локальным группам, расселенным в разных природно-хозяйственных районах. Для выполнения этой задачи нам пришлось из-за отсутствия литературных работ и архивных документов основное внимание уделить полевым материалам. Подобная зависимость нашей работы от задач атласа и жесткие рамки объема, предъявляемые к диссертации, вынудили оставить вне рамок нашего исследования следующие вопросы: землевладение и статистико-экономическая сторона полеводства, садоводства и огородничества. Эту работу еще предстоит проделать. Желающие ознакомиться с полевым материалом могут это сделать по отчету за полевой сезон 1970 года, хранящиеся в архиве Института этнографии, фонд 8, единица хранения 22. Мы не претендуем на окончательное разрешение поставленных задач. Настоящая работа лишь первая попытка дать обобщающую картину земледельческого быта войнахов 19 первой четверти 20 века. Чечено-Ингушетия занимает сравнительно небольшую территорию на северо-восточном склоне главного Кавказского хребта. В современном административно-территориальном состоянии площадь республики 19,3 тысяч квадратных километров. Общая протяженность границ свыше 80 около 900 километров. С севера на юг на территории простирается на 170 километров, а с запада на восток на 150 километров. Но в рассматриваемый нами период затеричи не входило в Чечено-Ингушетию, а отдельных сведений по территории, заселенной в 19 веке чеченцами и ингушами, нет. Территория Чечни на востоке и юго-востоке граничит с Дагестаном. На юге главный Кавказский хребет отделяет ее от Грузии, а на севере река Терек от земель гребенских казаков. Ингушетия на западе граничит по Тарьялу с Северной Осетией. На юге Кавказский хребет отделяет ее также от Грузии. Внутренние границы между территориями чеченцев и ингушей считают верховья реки Фортанги. Чеченцы и ингуши, по данным переписи 70-го года, составляют 771 тысяча человек, причем чеченцы 613 тысяч, ингуши 158. Общее самоназвание не только на Кавказе, но и во всей нашей стране вряд ли найдется другой такой район, как Чечено-Ингушетия, где на сравнительно небольшой территории имеется подобное разнообразие и контраст физико-географических условий. На севере республика раскинулась самая настоящая пустыня с песчаными барханами, которые мало чем отличаются от пустынь Средней Азии, а на юге на расстоянии 150 километров от нее на юге хребта находятся вечные снега и ледники. Подобное разнообразие условий называется наличием в Чечено-Ингушетии гор. Известно, что в горных странах с изменением высоты изменяется и ландшафт. Этот закон вертикальной зональности для горных стран открыт крупным русским ученым Докучаевым во время поездки на Кавказ, в частности в Чечено-Ингушетию в 1898 году. На этом закончим на сегодня.